Наступил февраль, второй месяц зимы, самое студеное время года. Но жизнь не замирает. Сегодня я расскажу о событиях, происшедших в Коми-крае в начале февраля в разные годы. 5 февраля 1930 года сыктывкарцы могли наблюдать необычное зрелище. Около местечка Париж приземлился первый пассажирский самолет. Аэроплан Дарнье Комета общества «Добролет» совершил первый перелет по маршруту Архангельск, Котлас, Устье-Сольск с пассажирами на борту. Пилотировал воздушную машину летчик Дедушенко. С невиданной по тем временам скоростью за 6 летных часов он доставил из Архангельска первых пассажиров, среди которых был и председатель Коми облисполкома Иван Григорьевич Коюшев. Через много лет Иван Григорьевич вспоминал: «Встречал нас весь город, как впоследствии в Москве встречали космонавтов. Если до этого в Архангельск зимой надо было ехать 8-9 суток на лошадях или по железной дороге с пересадками, то теперь можно было за одни сутки летать туда и обратно. Этот авиамаршрут под номером 112 был утвержден приказом Всероссийского общества «Добролет» еще 2 ноября 1929 года и был первым пассажирским авиамаршрутом, связавшим столицу Коми области с другими городами. 7 февраля 1940 года был подписан указ Верховного Совета Коми АССР о присвоении звания заслуженного артиста Коми АССР артистам Коми Национального драматического театра. Высокого звания были удостоены 5: Василий Павлович Выборов, Александр Георгиевич Зин, Пантелеймон Ануфриевич Мысов, Михаил Константинович Расторгуев и Анна Степановна Тарабукина. Каждый из этих людей, стоявших у истоков Коми профессионального национального театра, безусловно, заслуживает отдельного рассказа. Но сейчас мы ограничимся только тем, что подчеркнем. Это было первое присвоение званий заслуженных артистов республики. Почетные звания Коми АССР, в том числе и заслуженного артиста, были введены 19 августа 1939 года. Как сообщила газета «За Новый Север», 14 февраля в театре по этому поводу состоялся митинг. Участники митинга приняли резолюцию, в которой отмечается, что награда, полученная 5 работниками театра, ставит перед всем коллективом театра новые большие и ответственные задачи. Мы, работники искусства, в ответ на указ о присвоении почетных званий нашим товарищам, обязуемся всемерно бороться за выполнение всех планов, за повышение качества спектаклей, за овладение высотами искусства, достойного великой сталинской эпохи. Уж такое было время, без резолюций и митингов никак не обходилось. 8 февраля 1884 года в маленьком городке Романово Ярославской губернии родился Федор Александрович Торопов. В юности он увлекался революционными идеями, был связан с революционерами, из-за чего был вынужден эмигрировать в Швейцарию. В Берне окончил университет, защитил диссертацию, работал в Германии, в Институте физиологии Кильского университета. В 1914 году началась мировая война, и молодой, но уже авторитетный ученый вернулся в Россию. Здесь он занялся прикладными химическими исследованиями, вполне лояльно относился к советской власти и вообще был далек от политики. С 1923 года был главным инженером трестов «Анилокрасочная промышленность» и «Химуголь», занимался восстановлением и развитием химической промышленности на Украине и вряд ли подозревал, что судьба когда-либо забросит его в Коми-край. Однако советская власть рассудила по-другому. В конце 20-х годов начинается поиск врагов среди ученых и буржуазных специалистов. Среди таковых оказался и Федор Александрович Торопов. В 1929 году его арестовали, дали 10 лет лагерей и отправили на север, новенький тогда еще Ухт-Печлак. Собственно, формально еще и Ухт-Печлага-то не было, была Ухтинская экспедиция УГПУ, преобразованная в Ухто-Печорский ИТЛ в середине 1931 года. Торопов попал на водный промысел, нынешний поселок Водный около Ухты.
Там он возглавил химическую лабораторию, занимавшуюся исследованием радиевых вод, и был заведующим лабораторией до 1947 года. Заметим, что судимость с него была снята в 1936 году. Эта лаборатория и ее заведующие сыграли выдающуюся роль в разработке способов получения радиового концентрата и налаживания его производства. По существу так называемый враг народа создал из маленькой лаборатории настоящий научно-исследовательский институт, успешно работавший над целым комплексом проблем химической науки. Впрочем, теперь о его вражеском прошлом можно было бы и не вспоминать. Зачем, когда ценный специалист был закреплен на нужном советскому государству участке? В 1940 году Федор Александрович Торопов стал доктором наук. В 1943 году был награжден орденом Ленина. Художник Живин пишет его портрет, выставленный в том же 1943 году на выставке, посвященной 26-й годовщине Великого Октября и вошедшей в портретную галерею знатных людей Коми АССР. В 1947 году Торопов стал одним из первых в республике лауреатов Сталинской премии. Но из поселка Водный ученого-химика с мировой известностью не выпускали. Федор Александрович уехал из Ухты только в 1953 году и в том же году скончался в Казани. В память о выдающемся ученом-химике Торопове названа улица в поселке Водный. 8 февраля 1976 года вся республика без преувеличения следила за лыжной гонкой на 15 километров у мужчин в австрийском Инсбруке, где проходили 12-е зимние Олимпийские игры. Ее выиграл наш земляк Николай Бажуков. На этой же Олимпиаде двукратной олимпийской чемпионкой стала Раиса Сметанина. Но Николай Бажуков вошел в историю как первый олимпийский чемпион из нашей республики. Наша съемочная группа побывала в гостях у Николая Бажукова. Николай, а вы уже сразу были настроены на победу? Но дело в том, что ведь меня в этой гонке ставили первым номером от страны. Мы давали клятву в Москве на Красной площади перед всей страной. А наша страна всегда нацелена была только на золотые медали, вы знаете, во всех видах спорта. Это в то время. В 1976 году будущему олимпийскому чемпиону было всего 22 года. Но и сейчас, спустя более четверти века, Николай Серафимович во всех подробностях помнит ту лыжную гонку. Я бежал в третьей группе, самой выгодной, будем так говорить, в которой можно ориентироваться, и чтобы по гонке могли меня вести с сильнейшими гонщиками, которые впереди идут. Со старта запланировано было так, чтобы идти с небольшим проигрышем, но не больше 5 секунд, это основным гонщиком. То есть, а где-то с 9 по 12 километр этой трассы, 15-километровой гонки, шел самый сложный участок. То есть подъемы, так, они все вверх, и на самую верхнюю точку трассы выходило, это вот как раз на 12 километре. И самый сложный участок вот на этих 3 километрах. Я рассчитывал именно на этот сложный участок. Почему? Потому что подъемы у меня лучше получались, особенно крутая часть подъемов. Вот. И так запланировано было, чтобы к 12-му километру где-то со своими основными соперниками идти уже на равных, то есть не проигрывая, а с 9 по 12 километр делать сильный спурт и, в общем-то, на этом ставить точку, что как получится гонка, так получится. Где-то уже к 10-му, к 11-му километру у меня было преимущество где-то около 10 секунд, 7, а 12-километровой отметки у меня уже преимущество было от Евгения Беляева 20 секунд, а от Арта Коивиста, финского гонщика, 15. Ну, в общем-то, гонка была практически сделана. Вот. Оставался 1,5-километровый сложный такой, довольно сложный спуск. И за 1,5 километра до финиша, когда я спустился, этот длинный спуск, вот, мне говорят, что плюс 5 секунд всего. Я не поверил, думал, может быть ошибка. Вот, но ошибки не было. Действительно, я на спуске все проиграл. И все, в общем-то, надо было начинать сначала. Вот. И оставался один подъем, только небольшой такой, метров, наверное, 150-200. Я еще отыграл 3 секунды, значит, было плюс 5, плюс 8. И, значит, возвращалась лыжня уже на финишную прямую. Небольшой спуск. На спуске опять проигрываю 3 секунды и остается 5.
Вот эти 5 секунд на 500 метрах надо было удержать. Вот. Я их удержал, еще 2 секунды проиграл. В итоге вот 3 секунды нас отделяло вот от первого до второго места до Евгения Беляева. Вот так вот сложилась гонка. Вот эту золотую медаль завоевал тогда Николай Бажуков. Сегодня олимпийский чемпион хотел бы, чтобы в нашей республике был создан музей истории спортивных достижений. — 9 февраля 1944 года звание Героя Советского Союза было присвоено Ивану Петровичу Лишанову. Он, как и Черкасов, Сердитов, Лобанов, Сафронов и Данилов, о которых мы уже рассказывали в предыдущих передачах, звание Героя получил за подвиг, совершенный в боях за Днепр осенью 1943 года. Иван Петрович Лишанов – уроженец Смоленской области. В армии его призвали в 1940 году, и с первых же дней войны артиллерист Лишанов оказался на фронте. Демобилизовался он только в 1946 году, и тогда же приехал в Коми СССР, где скромно, незаметно жил в селе Гам Усть-Вымского района. Был заготовителем сельпо, работал на сплаве, потом на Жешерском фанерном комбинате. Иван Петрович Лишанов скончался в 1976 году и похоронен на Гамском сельском кладбище. А о герое забыли. Но, слава богу, не навсегда. Напомнила о герое Советского Союза статья Анны Сивковой в краеведческом приложении к газете «Республика. Дым Отечества». В 2001 году была приведена в порядок его могила, установлена мемориальная плита на кладбище. Появился и барельеф в сквере у Вечного огня в Сыктывкаре, а также статья о нем в книге памяти Республики Коми. На этой неделе февраля в разные годы произошли еще и такие события. 5 февраля 1990 года по решению Совета министров Коми СССР верующим была передана Вознесенская церковь в Сыктывкаре, что находится в местечке Кируль. С этого момента началась передача православной церкви храмов, сохранившихся от разрушения в 20-30-е годы. В одно время, после образования в 1995 году Сыктывкарской и Воркутинской епархии Московского патриархата, Вознесенская церковь была кафедральным храмом епископа Сыктывкарского и Воркутинского. Эта церковь построена в начале XIX века и была кладбищенской. Старое Сыктывкарское кладбище было варварски снесено в начале 30-х годов. От разрушения, подобно другим каменным храмам Усть-Сольска-Сыктывкара, ее спасло только то, что в свое время в здании разместили производственные мастерские. 7 февраля 1931 года Сыктывкарское городское почтово-телеграфное отделение предложило всем гражданам и учреждениям вывесить у своих домов и квартир почтовые ящики, тогда еще самодельные. Вот так в нашу жизнь вошел этот непременный атрибут любого современного дома. 7 февраля 1954 года начала выходить интинская газета «Искра». Она и сегодня выходит под тем же названием, тиражом почти 10 000 экземпляров.